Хлубзееква агырепсо телехвапштра. Шарафя хвапшует амшекушара атыжимта чыда. Яхя Апсна ахадайна панцаква назыгдзо Валерий Бганба декрет инапациевит апсна ахюнткарраджа и назыццо апкрат уснагдзатква ралагалараза. Яра убас ишакургылахойт административ такпхыкура апкрат уснагдзатква рыбкара еилазгазырза. Хазну ашуксым шапымза вейза инаркына атагылаза шачыда хыркушахаанза ауапсыра азин рымадзам амҩадуквеи амшын апшахӏвеи аштаквеи апаркквеи егьырҭ ауажәларатә ҭыԥқәеи ацәырҵра. Арҭ апҟарақәа еилазгазырза ишьақәыргылоуп хнызқьмааҭ инаркны ҩажәа нызқьмааҭ рҟынӡа ахараԥса. Убасгьы адекрет аҿы иазгәаҭоуп арҭ апҟарақәа ирыҵанамкуа акатегориақәа. Ақәҵара атекст кьыԥхьуп аҳәынҭқарра ахада исайт аҿы. Яхьа ақалақь фырхаҵа Тҟәарчал ханҩажәи жәаашықәса ахыҵит. Ауааԥсыра ақалақь амш рыдиныҳәалеит Аԥсны ахада инапынҵақәа назыгӡо Валерий Бганба. Адныҳәалараҿы иазгәаҭоуп. Тҟәарчал имариам аҭоурыхтә мҩа ианысит Аԥсны Жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраан ақалақь ауааԥсыра ахаҽнамырха рыԥсадгьыл гәакьа рыхьчон. Агәымшәареи афырхаҵареи рыбзоураны аблокадагьы рхыргеит, ампыҵахалаҩцәагьы ақалақь яларымҵеит. Валерий Бганба агәрагара ааирԥшит ҳаԥхьаҟа Тҟәарчал аиҭаҿиаразы алшара ҿыцқәа шаиуазы. Тҟәарчал амш ақалақь ауааԥсыра ирыдиныҳәалеит иалху Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа. Иаҳаҩсыз ашәышықәса, ҩынҩажәатәи ашықәса, ашықәсқәа рылагамҭазы зышьаҭа акыз ақалақь иахьа Аԥсны ааглыхратә центрны иҟоуп. Аџьабаа дуӡӡа рбеит Аԥсны Жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраан Тҟәарчал ауааԥсыра. Зықьҩыла ахҿацәа рхатәеҩнеиԥш ирзыҟалеит ампыҵахалаҩцәа ирҿагылаз Тҟәарчал. Иахьа ақалақь фырхаҵа имаҷымкәа ауадаҩрақәа ахнагоит. Убри аҟнытә аҳәынҭқарра иауалуп ақалақь аекономикатә лшарақәа реиҭарҿиаразы ауснагӡатәқәа зегьы рыдкылара. Тҟәарчал инхоит асасдкылашьа здыруа зықалақьи зтәылеи бзиа избо ажәлар ҳәа азгәаҭоуп Аслан Бжьаниа иҟаиҵо адныҳәалараҿы. А сейчас сообщение оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Здравствуйте. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции продолжает свое вещание. Ситуация на 9 апреля следующая. Пациенты, зараженные коронавирусной инфекцией, продолжают получать медикаментозное лечение и находятся под наблюдением специалистов в Центральной районной больнице города Гудауты. Состояние первого заболевшего расценивается как средней степени тяжести с незначительной положительной динамикой. Состояние второго пациента остается как относительно удовлетворительное. Все выявленные контактировавшие с больными находятся в строгой самоизоляции. За прошедшие сутки тестированные на коронавирусную инфекцию прошли 10 человек. У всех результат отрицательный. Ежедневно мы становимся свидетелями распространения в социальных сетях личных и иных данных пациентов. Хотим напомнить всем медицинским работникам Абхазии о том, что персональная информация о пациенте является конфиденциальной. В очередной раз призываем всех граждан Республики Абхазия соблюдать режим чрезвычайного положения и без острой необходимости не покидать свои дома. Сегодня министр здравоохранения и социального обеспечения Томас Цахнаки обратился к медицинскому сообществу страны. Учитывая существующую эпидемиологическую ситуацию во всем мире, в сопредельных государствах, а также случаи выявления коронавируса у нас в республике, мы вступаем в решающую фазу противодействия пандемии, сложную, самую тяжелую. И здесь нам необходимо принять все исчерпывающие меры по локализации очага инфекции, приложить все силы для противодействия ее распространению, обеспечить больных всем необходимым для диагностики и лечения, в том числе и подозреваемых на COVID-19. И в этих условиях каждый из медработников на всех уровнях совместно с руководством на местах должен призвать граждан к персональной ответственности за свое здоровье и здоровье своих родных и близких, к строжайшему соблюдению карантина и всех условий чрезвычайного положения, отмечается в частности в обращении. Томас Цахнаки особо подчеркнул, что на плечах медиков сегодня
сегодня лежит колоссальная ответственность в части выполнения своих прямых профессиональных и служебных обязанностей. Для каждого врача заключается долг каждого, врача заключается в том, чтобы постоянно помнить о поведении медицинского работника, который должен нести личную ответственность за каждое сказанное слово. Ведь этот пример может стать как воодушевляющим и спасительным, так и привести к негативным последствиям, распространению панических настроений. Хуже того, послужить причиной сплетен и пересудов, что в сегодняшних условиях категорически недопустимо. Министр отметил, что медики Абхазии делают все необходимое от них зависящее, чтобы свести к минимуму негативные последствия заболевания, проводить полный курс лечения в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Тамас Цахнакия выразил благодарность медицинским работникам за их высокий профессионализм, ответственность и самоотверженный труд в сегодняшних непростых условиях работы. Сегодня на площадке оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции начальник управления ГАИ МВД Батал Агарба пояснил режим действия комендантского часа на территории Гагарского района, а также обратился к населению с просьбой соблюдать установленные ограничения и рекомендации по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. В соответствии с распоряжением исполняющей обязанности президента Республики Абхазия Валерий Бгамба, комендантский час в Гагарском районе вводится 9 апреля с 20 часов вечера по 7 часов утра. В целях предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19 во время комендантского часа запрещено нахождение на улицах или иных общественных местах, либо пребывание вне своего жилища граждан, за исключением представителей силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, аварийно-спасательных, пожарных и коммунальных служб, лиц, обеспечивающих функционирование объектов банковской инфраструктуры, также лиц, в случае их обращения за экстренной неотложной медицинской помощью. В целях обеспечения распоряжения исполняющей обязанности президента Республики Абхазия о вводе на территории Республики Абхазия Гагарского района комендантского часа министр внутренних дел Рауль Исмар провел совещание по вопросам введения комендантского часа в Гагарском районе и дал соответствующие указания веренным подразделениям Министерства внутренних дел. В управлении внутренних дел по Гагарскому району откомандируются сотрудники из числа личного состава специального отряда быстрого реагирования подразделений Центрального аппарата Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Для обеспечения общественного порядка и соблюдения норм комендантского часа задействуются дополнительные патрульные экипажи, совместные наряды сотрудников милиции и сотрудников Министерства обороны, службы государственной безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям, миграционной службы на всей территории Республики Абхазия. Укрепляются посты ГАИ Бзып, Пицунда, Холодная речка. Согласно пункта 3 распоряжения исполняющей обязанности президента, лица, нарушающие установленный режим, будут задерживаться до окончания комендантского часа. Остается надеяться, что введенный комендантский час из-за коронавируса в Гагарском районе поможет гражданам соблюдать дисциплину и оставаться дома. И исходя с того момента, когда в Республике Абхазия исполняющим обязанности президента был введен режим чрезвычайного положения, на наших дорогах и улицах стало намного меньше граждан и автомобилей. В этой связи органами внутренних дел ведется усиленный режим работы по непосредственно информированию наших граждан о необходимости самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса в Республике Абхазия. Также мы видим, что некоторые граждане к этому относятся безответственно, что может повлечь опасности здоровью их и их близких. В связи с этим хотел бы обратиться к нашим гражданам, отнести со всей серьезностью к этому заболеванию, к этой инфекции, которая, к сожалению, выявлена на территории Республики Абхазия. В Гагарском будет введен с сегодняшнего дня комендантский час, в Гальском районе уже около недели введен комендантский час. Соблюдать его непосредственно. Лица, которые будут его нарушать, будут привлекаться к административной ответственности, а именно к административному аресту. Хочу обратиться еще к автолюбителям непосредственно. К сожалению, не все граждане соблюдают правила дорожного движения. Исходя из введения чрезвычайного положения, на наших дорогах машин не так много, но их количество все равно есть. И есть возможность разогнаться, то бишь превысить скоростной режим и нарушить статью 117 административного кодекса,
Часть вторая – это превышение скоростного режима. Для этого непосредственно Управление госавтоинспекции Республики Абхазия проводит соответствующие мероприятия по предотвращению. Но хотела бы обратиться к сознанию нашим граждан, не подвергать опасности себя, своих близких. Автомобиль является повышенным источником опасности. Нарушение правил дорожного движения приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Берегите себя и своих близких. Спасибо за внимание. Организаторами благотворительного движения «Мы вместе» в Абхазию доставлена первая партия средств дезинфекции на сумму 850 тысяч рублей. Как сообщается на странице движения в социальной сети Facebook, в ближайшие дни в республику прибудет груз с медицинскими материалами и аппаратами, в числе которых аппараты ИВЛ, тест-системы для выявления коронавируса в режиме реального времени, комплектующие медикаменты, хирургические халаты и бахилы, ларингоскопы и многое другое. В Гудауте, как и по всей республике, действует режим чрезвычайного положения. Насколько ответственно относятся жители района к ограничительным мерам и как справляются со служебными обязанностями ответственные лица, в репортаже пресс-службы МВД. На период действия режима чрезвычайного положения и карантина сотрудники Гудаутского РОВД несут службу в усиленном режиме. Жители района в режиме самоизоляции. В городе практически нет пешеходов, да и автомобили передвигаются лишь в редком случае. Закрыты все увеселительные заведения, школы, рынок не функционирует. Большинство кафе и ресторанов закрыто, а некоторые занимаются только доставкой. Как прокомментировал начальник Гудаутского РОВД, ситуация в районе спокойная. Гудаутское районное отделение милиции работает в том режиме, который определен министром внутренних дел. Значит, на сегодняшний день личный состав, мужской личный состав находится на службе и осуществляет те мероприятия, которые определены в соответствии с распоряжением исполняющего президента Республики Абхазия, а также нормативно-правовыми актами Министерства внутренних дел. Мы постоянно мониторим эту ситуацию. Личный состав осуществляет патрулирование соответствующей территории веренной, на предмет выявления этих нарушений. Пока все находится под контролем. Все прекрасно понимают степень важности всего этого, поэтому да, люди соблюдают. Мы со стороны людей не встречаем какого-либо недопонимания, либо каких-то иных действий, противоречащих нарушению общественного порядка и так далее и тому подобное. В районе на базе Гудаутской центральной больницы, как известно, развернут госпиталь для размещения больных коронавирусной инфекцией. Сотрудники отдела внутренних дел обеспечивают круглосуточную охрану медучреждения. Также правоохранители патрулируют улицы Гудауты и районов, усилены посты ГАИ, а участковые обходят граждан, приехавших из-за пределов Абхазии и находящихся в режиме самоизоляции. За последнюю неделю на территорию нашего региона прибыло, если я не ошибаюсь, в количестве 35-36 человек. Мы постоянно получаем данную информацию из оперативного штаба. Мы прозваниваем их для начала, уведомляем их, сообщаем о том, чтобы они не нарушали режим карантина, соблюдали самоизоляцию. Значит, периодически также выезжают сотрудники по местам, по адресам проживания на предмет проверки нахождения людей, прибывших к нам в Абхазию из других регионов, нахождение их дома и соблюдение режима самоизоляции. Криминогенная обстановка стабильная. Значит, по преступлению и правонарушению мы не наблюдаем, какого-либо всплеска также не наблюдаем. Каких-либо серьезных нарушений режима чрезвычайного положения пока не зафиксировано. В Гудаутском районе остановлена работа 3 свадебных залов. Отложено проведение всех массовых и иных торжеств. В целом ситуация стабильная. Военные медики российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Республике Абхазия, оперативно развернули современный медицинский полевой военный госпиталь, рассчитанный на прием более 200 больных. Помещения госпиталя оснащены современным медицинским оборудованием и техникой, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Также военные специалисты в круглосуточном режиме на территории военной базы проводят мероприятия по дезинфекции и санобработке объектов военной и социальной инфраструктуры с использованием парогенераторов. Обрабатываются все внутренние помещения, а также прилегающие к базе территории и объекты.
За минувшие сутки в России выявили 1463 случая заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве. В Краснодарском крае количество зараженных увеличилось на 20. Одна заболевшая вернулась на Кубань из Турции, остальные контактные по ранее зараженным. 11 случаев COVID-19 зафиксировано в Сочи, 3 в Краснодаре, 4 в Геленджике, 2 в Анапе. Таким образом, на сегодня коронавирус подтвердился в крае у 105 человек. Помочь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, сегодня одна из основных задач. Чтобы оказать поддержку нуждающимся гражданам республики, объединились многие предприниматели, бизнесмены и волонтеры. Так, абхазскими предпринимателями из Ростова в координационный штаб по защите населения от коронавируса был передан гуманитарный груз с продовольствием и средствами индивидуальной защиты. Репортаж Гугуцы Вардания. Творить добрые дела, помогать друг другу сейчас особенно важно. За эти дни многие граждане нашей республики, проживающие на территории Абхазии и за ее пределами, пытаются помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Братья Сеченава не первый раз оказывают поддержку своим соотечественникам. Вот и сейчас предприниматели не смогли остаться в стороне, прислав из Ростова 2 грузовые машины с продовольственными товарами и средствами индивидуальной защиты. ياشنا حبسنا عشرة وانا احتقلوا وبريجنت حرايا يعزبيت سيد مدفع صدق لنا دوسي حال شوالا عارف حرس خرابها رابخي رجلنا يا حاب медицинский работник ترى больница же нас وابشوب حكمت بشوب زجي وبرد чемазвик вахт хала рфа друж гана хала рейкул шрезу агугра гони хамов апсва ахча бривиза чемазарауга агилта хунт парарепши амлапха يرى وبس بزيغ قليت حشاحوي حاحوا وعوا بريغانا خلا تصخر على تخمخوا По словам благотворителей, им хотелось бы оказать еще большую помощь. Однако пока что из ограничительных мер на границе это не так просто. Передача гуманитарного груза проходила на территории города Гагра. Груз пришел на порядка на 1,5 миллиона, чуть выше. Поступил уже, груз находится непосредственно в Гаграх. Данные предприниматели находятся в Ростове. Это 3 брата, наши земляки. Динар, Дмитрий, Михаил Сеченава. В Гагарском районе они уже давно обозначились, имею в виду, есть инвестиции, вложения. Сегодня это Гагра Пелес, Амра и компания Ассорти, которая представляет продуктовые товары. Груз сегодня пришел сюда, далее будем созваниваться со штабом, дальше будет распределяться по необходимости, по решению руководства нашей страны. Данная помощь будет передана координационному штабу по защите населения от коронавирусной инфекции, где сформируются списки нуждающихся в помощи людей. Данная партия гуманитарной помощи сегодня была передана координационному штабу. Это штаб, в который входят руководители министерств и ведомств. Данную гуманитарную помощь мы отправим, заскладируем в Сухуми, и потом соответствующие службы будут принимать решения посписочно, действительно, кому это необходимо. Бадра Гунба также отметил, что помощь такого рода оказывается сегодня многими бизнесменами, предпринимателями и волонтерами, а количество неравнодушных людей в стране с каждым днем растет. Гугуса Вардания, Артур Каландия, Абхазское телевидение. На грядущий летний сезон специалисты туристической отрасли возлагали большие надежды. В Государственном комитете по курортам и туризму в течение года организовывали различные мероприятия, в том числе и международные пресс-туры, направленные на популяризацию Абхазии за рубежом. Готовились к курортному сезону и туроператоры, и руководители объектов, владельцы гостиниц и отелей. Во время борьбы с распространением коронавируса серьезные убытки терпят представители всего бизнес-сообщества. Однако основной удар сейчас приходится на туристическую отрасль. Прогнозы, предположения и советы специалистов сферы туризма мы собрали, поговорив с ними, не выходя из офиса. Репортаж Амелии Бисмарк.
Прямые налоговые поступления в бюджет Абхазии от туристической отрасли составляют около 400 миллионов рублей в год. Как сообщают в Госкомитете по курортам и туризму, в сфере постоянно работают или имеют к ней отношение порядка 80% населения страны. Однако сейчас ситуация с туризмом сложная не только в Абхазии, но и по всему миру. Сделать прогноз перспектив летнего сезона можно будет лишь тогда, когда стабилизируется обстановка в России, отмечает заместитель председателя Госкомитета по курортам и туризму Абхазии. У нашего стратегического партнера Российской Федерации ситуация тоже складывается не совсем хорошо. Много регионов находятся до сих пор на карантине. Мы с вами прекрасно понимаем, что большая часть приезжающих туристов в нашу республику составляют граждане Российской Федерации. Мы видим, что ситуация меняется практически каждый день. И какой-либо прогноз о предстоящем курортном летнем сезоне сегодня дать либо спрогнозировать очень сложно. В связи с карантином на территории республики закрыты все туристические объекты. Среди них Новоафонская пещера, Рицинский реликтовый национальный парк, ботанический сад, обезьяний питомник и другие популярные места посещения туристов. Это уже свидетельствует о серьезных убытках. Но надежда на удачный курортный сезон еще есть, отмечает Астамур Барцец. Мы раньше всех практически ввели предупредительные меры, закрыли наши границы. Но мы сегодня знаем, что у нас есть выявленные случаи. Большая просьба всех быть на карантине и сохранять себя, исполнять все распоряжения. Мы все-таки надеемся, что ситуация стабилизируется и мы проведем наш курортно-летний сезон, которого ждут в первую очередь наши граждане и туристы. Согласно распоряжению исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бгамба, с 8 по 20 апреля полностью закрыта государственная граница по реке Псоу. В республике не работают отели и гостиницы, персонал распущен на карантин, а владельцы объектов размещения пытаются разрешить возникающие сложности, чтобы сохранить и бизнес, и сотрудников. Что касается убытков, да, отмен было много, не смогли приехать большие группы. Но для нас важнее всего здоровье. И с 27 марта мы уже закрыли отель и не принимали новых гостей. Заработная плата до конца апреля выплачивается в полном объеме, а дальше будем смотреть по ситуации в стране. Сокращать мы никого точно не планируем, так как у нас уже сплоченная команда, и мы всегда друг друга поддерживаем. Кризисы и сложности есть всегда, нужно быть готовыми к ним. Создавать фонды, подушки, как физлицам, так и юридическим лицам. Верю, что ситуация скоро улучшится, границы откроют, и туристы приедут отдыхать. Безопасность прежде всего, отмечают и в руководстве курорта Пицунда. Сейчас все сотрудники организации находятся на самоизоляции, но продолжают работать удаленно. Это никак не отражается на их зарплате. Средства выплачиваются в штатном режиме. Мы надеемся, что ситуация нормализуется, и после снятия карантина мы начнем проводить подготовительные работы к предстоящему курортному сезону для дальнейшего открытия объекта. По вопросу убытков пока очень сложно что-либо говорить, так как все зависит от начала запуска объекта и финансовое состояние туристов. Нам были отменены ранние заезды, которые планировались еще в декабре 2019 года. Это на март и май месяц. На основной заезд туристов с начала июня месяца пока все как и было, без изменений. В подобной ситуации главное не переставать контактировать со своими постоянными и потенциальными клиентами. Общаясь с людьми, легче прийти к общему знаменателю, отмечает менеджер объекта. Мы внимательно следим за туристами, которые планировали отдохнуть у нас, и на нашу рабочую почту и в социальные сети очень много вопросов задают туристы. Мы оперативно отвечаем им, и такой паники среди планирующих отпуск в наш курорт пока еще нет. Мы надеемся, что ситуация нормализуется. Мы также активно на контакте с нашими туроператорами. То, что прогнозы на летний сезон 2020 были хорошими, отмечает и президент Абхазского союза туризма. Мы попросили Анну Калягину озвучить несколько практических советов, которые будут полезны людям, занятым в туристической отрасли. Хочется сказать своим коллегам, прежде всего, умейте договориться с туристами, умейте с гостями нашими поговорить так, чтобы они отложили свой отпуск и не требовали возврата денежных средств. Это первое. Нужно написать им, конечно, очень красивые, добрые пожелания и слова
письма разослать и как-то поговорить с ним в таком добром русле. Ну, естественно, если этого не получается, то как делаем, в принципе, мы и мои коллеги, мы пишем письма отсрочки. То есть хотя бы на 3-4-5 месяцев отсрочку платежа возврата. Самое главное правило – поддерживать друг друга и стараться вместе находить варианты выхода из сложной ситуации, подчеркивает специалист. Государство уже сделало несколько шагов навстречу предпринимателям. А теперь нужно подумать, как пойти навстречу той отрасли. И что нам делать потом, как договариваться и с налоговыми органами, и с теми фискальными органами. Нам необходимо всем вместе собраться и обсудить очень многие вопросы и проблемы для того, чтобы поднять отрасль опять хотя бы до того уровня, на котором она была. В целом, как отмечают многие специалисты, туристическая отрасль после мирового карантина не будет прежней. Сейчас необходимо продумывать и предлагать новые форматы работы, которые будут успешно функционировать в республике на фоне всех экономических изменений. Амелия Бисмарк, Абхазское телевидение. Апынра ачеҩнашоит ус анакәха ақыҭанхамҩатә усурақәа ирысакьаҳәымҭоуп уажәы. Ари ахырхарҭаҿы аусқәа рҭагылазаашьа далацәажәеит ақыҭанхамҩа азы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы Амиран Какалиа. Мчыбжьык аҟараҵоит, уи аԥхьагьы аизара ҳаман аимТС-қәа бжьба ыҟоуп Аԥсны, Гагра инаркныгаланӡа, араионқәа зехьынџьара. Уаҵәы еиҭах хәашашны аизара ҳамоуп асааҭ жәеиза рзын. Ари аауеит адиректорцәа, аимТС-қәа рхаҭарнакцәа, аицәажәара ҳамоуп, ԥсыхәа ахьынӡамоу, абри ацәаӷәара иалаҵареи азы ахәа ихьынӡа ҳзырмаҷуа. Иацы ҳаан Гәдоуҭа ацәаӷәарақәа цот, анцәа иҳәозар маи мза азыҳәан алаҵарақәа иреилагоит, шәгьы гектарк инарзынаԥшуа уаҟа ирцәаӷәахьеит. Гәылрыԥшьа араион мчыбжьык аахыс иаҿуп ацәаӷәарақәа, Очамчыра араион убас иаҿуп. Уаҵәы еиҭах ара специалистцәа дук ҟаҳҵо Дгал Тҟәарчал иҟоу аҭагылазаашьа иахәаԥшуеит, аимТС-қәа зегьы еиқәшәоуп аусура азыҳәан. Ақыҭаҿы инхо ауаа адгьыл иқәаарыхуа, даараӡа аҭагылазаашьа гәаҭаны ҳаихароуп, зегьы ҳаицхыраароуп иахьынӡаҳалшо. Иахьазыҳәан ареспубликаҿы иҟоу атракторқәа, ацәаӷәагақәа, ачалтгақәа шәызхома техника? Атехника ҳара иҳазхоит. Уажәы убас иҟалар ҟалоит, иҳарак Гәдоуҭа араиони, Очамчыра араиони, Галагьы ҳҳәап ус атехника зымхо иалагар, ҳара егьырҭ араионқәа рҟынтәи атехника ииаганы иҳаргылартә еиқәшәоуп зегьы. Ацәаӷәагақәа, акәаҭанқәа, атракторқәа еиқәшәаны иаауп. Аҩбатәи азҵаара ишьҭаҳхырц иаҳҭаху иара иҟоу, Аԥсны абри абты, Мармалташьтәы ихҟьаны, нас егьырҭ еиуеиԥшым аҵиаақәақәа зыхәа, шәаԥычапақәа зыхәа, шәырқәақәа зыхәа, ҳара ҽазаҟаҵара ҳаҵын, ҵыԥхынтәарагьы ҵыԥх аус аауит. Жәлар бжьаратәи организациақәа иазгәарҭеит, ҳаргьы иазгәаҳҭеит. Абты Аԥсны 2% рыла еиҵахыт егьырҭ ашықәсқәа раахыс. Жәафтәи ашықәс, жәибжьтәи, жәаатәи ашықәс рзыҳәан. Аусмҩаԥгатәқәа рацәаны иӷәӷәаӡаны иҟан. Урыстәылатәи Афедерациа ақыҭанхамҩа аминистр ҳара ҳаизыҟара даараӡа ибзиоуп. Ҩнызқь зеиԥшықәс азыҳәан, декабр азыҳәан аԥара ҳзоурыжьит. Убри 1 миллион рыхә ҳара дара иҳарҭаз аԥарала ахимиа аахәаны ишьҭаҳцеит ара складаҿ ишьҭоуп. Ҩба абас аҭагылазаашьа ҟало ианалага ашәҟәы ҳҳәеит, ҳарҳәеит, абри иҟоу ҳзымхырҳәон ҳшәоит, иҵегь иацҵаны иаашәҵарҳәон, ҳамҭас гуманитарк аҳасабала хәтонок еиҭах иаҳзааҭин, иақәаҳхын аскладаҿ ишьҭоуп. Убарҭ ахәшәқәа зегьы хәыда-ԥсада ақыҭауаа ираҳҭоит. Ақыҭауаа мацара ракәӡам, афермерцәа, ҵәа зааӡо, раса зааӡо, абас еиԥш. Уажәы иаарласны анапаҵаҩра ҳамоуп. Абри Хуснуллин ҳәа ҿыц министр ихаҭыԥуаҩ, убри иҿы иахьеинаргаран иҟоуп ақьаад, мап ацәырымгӡеит, шьҭа напынҵароуп иаҭаху, 7 миллион аԥара азоурыжьит аурысқәа, абри амармалта шьтәы аҿагыланы, иаҭаху зегьы убраҟа ҳара ишаҳҭахыз еиқәшаҳаҭны 7 февраль азыҳәаны аделегациа сыманы Урыстәыла ҳцеит, Минсельхоз аҿы убраҟа аиқәшәара дуӡӡа ҳаман, ҳара инаҳгаз абри аусмҩаԥгатәқәа ҳгәы иҭоҳәаны мап ацәырымгӡеит. Иахьа адунеи зегьы зымҽхазкыз аҽкчымазара иахҟьаны Аԥсны аҭагылазаашьа уадаҩы аамҭазы иазгәаҳамҭарц залшом ақыҭанхамҩақәа ааԥынтәи, амхтәи усурақәа рнапы шаларкыз. Шәахәаԥш ҳкорреспондентцәа Гәдоуҭа араион аҟны иҟарҵаз анҵамҭа.
Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа ирҿырԥшны иахьагәдоуҭа араион аҟны гәахәарыла иуҳәаралшоит ааԥынтәи амхтәусрақәа бзианы ишымҩаԥысуа. Ҳәарада уи анырра анаҭеит ицәырҵыз аҿкы бааԥсгьы. Ауааԥсыра еилыркаауеит, аҳәааҿ аҭагылазаашьа ицәахар шалшо убри аҟнытә ирацәаҩуп ақыҭанхамҩа иацәхьаҵны иҟаз ҩаԥхьа уи иазыхынҳәыз. Заанаҵы имҩаԥгаз аҽазыҟазаратә усқәа ирыбзоураны иахьагәдоуҭатәи амашьына технологиа станциаҟны иажәеиныр иаҳаны тракторқәа исшны ацәаӷәара иаҿуп. Убри аҟнытәгьы ҵыԥх иҿырԥшны сантәа акыр еиҳауп ақыҭақәа ирцәаӷәахьоу адгьылқәа. Ас еиԥш аиҿкаара хәҭаа дуалоуп Лаврент Цаканин ахәҩеисҭа змоу амашьына технологиа станциа усзуҩцәа. Ҵыԥхтәи аамҭазы аанапражә иахьатәи амш иуԥхьаӡозар, еижәаба гектар ҳцәаӷәаны ҳаҟазар, уажә иахьа шәиҩынҩажәаба гектар инеиҳаума уҳәо иҳцәаӷәахьеит. Даҽа ҩбахԥамзо ауаанӡагьы сгәы иаанагоит иҵегьы ҳцәаӷәап ҳәа. Ҳтехника иқәшәоуп, иажәеиԥшьба рҿынӡа атехника аусура иҭыҵуан, нас иҭыҵуа зегьы ус аҷаҳамгьежьыргьы ҟалоит, ҳаиԥҽыргьы уаха иааида аремонт ҟаҵаны нас уажәшьҭан ҳаихьӡоит абас ҳгәы иҭоуп. Иахьа сеизлазбоз ала аусура ҳауаажәлар залагаз, убри ҳадгьыл иқәа ҳрыхызоуп, ҳарҭ ҳныҟәызго амҩагьы ҳақәызҵо. Убри аҟнытәи иахьа адгьыл ашҟа ҳаиасроуп. Аҳәара шәысҭоит, иҩнапык рыла иаҳкып иахьатәи ҳаԥсҭазаара амҩақәҵарц азаҳан, ҳаԥсуара шьҭаҳхырц азы. Арҭ амшқәа рзы анхацәагьы рылша ҟарҵоит иҟоу амш бзиақәа рхы иархәаны рымхқәа рылаҵаразы. Ҳнымхар ҟалом, ԥсҭазаара бзиа ҟалом, ҽеи ҟаиҵааит, спорт дуӡӡа иҟоу ишаҳәоу, аԥсуа жәлар бзиа шәықәсаак, ҳанхароуп, ҳанҵароуп, аамҭа цәгьа ҳҭагылоуп, аха бзиа ҟалом, ҽеи ҟаиҵааит, акы шәацәымшәа дыззаҵә ҟалоит, ԥсҭазаара ҟалоит, ауаҩра ҟалом, ҽеи ҟаиҵааит, ҳанхароуп, ҳанҵароуп, аамҭа бзиа ҳаланаҳәоит, ҽеи ҟаиҵааит, бзиа шәаԥхьа. Иазгәаҭатәуп иара убас ҳазну аамҭазы Гәдоуҭа араион Лыхнитә-Бырԥшьи ақыҭақәа рҟны еиқәханы иҟоу ачарҭақәа рхырффара ишаҿу. Ажәакала, ааԥынрагьы иқәнаргылоит иара ахатәы ҵақәа. Оҭар Лакрба, Енвер Арџьениа, Адам Арџьениа, аԥсуатә телехәаԥшра. Уажәы амш сеиԥшрахо. Аҳауа гәаҭаҩцәа излаарыцҳауала уаҵәы Аԥсны иахьаҵанакуа аамҭа-аамҭала ашәшьы хылоит. Уахынла ԥшьба-жәба, ҽынла жәаба-жәохә градус рҟынӡа иԥхаррахоит, амшынӡа аҟәандара 1 градус. Абри ала ҳҭыжьымҭа хыркәшоуп, абзеиразы ҩаԥхьа ефираҿ ҳаиқәшәаранӡа.